Сейчас все цифровое идет. Электроника там равняет фрезу, которую снимает барабан. Он и уклон, и глубину. Автоматически он сам себе, там включаешь автомат, сам себе снимает. Тебе сколько слой надо, там, соответственно, с уклоном. У меня ориентир в основном в бордюре. Вот по бордюрам смотрю, да, уже понимаю, сколько надо снимать, сколько надо добавить, сколько там же у них есть место. Мне ориентировочно бордюр это. 13 лет вот уже в асфальте работаю. Уже на глаз видно. С пике, да, вот по пикету будем асфальтировать, да. Надо так снимать, по пикету у нас идет 5 сантиметров, да. Не надо 8-9 сантиметров. Автоматически он сам себе равняет. Зависит от снимания асфальта. Сколько снимешь, как у тебя получается основание. Поднимает, спускает, включаешь, он уже думает, как надо. Улица Халтурина, оно чем-нибудь отличается от других дорог? Отличается в том, что там, ямы много было. У вас же мерзлота, грунт играет, поэтому трудно равнять. А вы-то где уже, в каких регионах работали, чтобы сравнивать? Я работал в Москве, Твери, Челябинске, в Курске, везде работал, в Хабаровске. Тяжело работать на него здесь, потому что резкий у вас поднимается основание, резкий спускается, а он так резко не может сразу пускать. У него надо там 10 метров, чтобы потихоньку спускаться. Поэтому получается, иногда надо ручной работать с ним. Там, к примеру, на федералках, да, мы сделали за час 1000 квадратов, да, к примеру, а здесь сделаешь 300 квадратов. Надо вот не спеша, чтобы успел подниматься, спускаться барабан, на фрезу. Так что, а там, может, 300 метров такой ямы не будет, чтобы все организовалось правильно. Каждый человек должен иметь свою работу и знать, за чего отвечает. Если все знали, да, это вообще быстро получается.